Это итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях среды 28 июля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Ограничительные меры по коронавирусу могут вернуть в Якутии. За последние сутки выявлено 122 заражения коронавирусом. Неравнодушных к ситуации с лесными пожарами якутян приглашают вступить в ряды добровольцев. Расскажем, как туда попасть. Смог в столице рассеялся. Сегодня превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Якутска не обнаружено. Чем густой смог опасен для здоровья? В Нерюнгринском районе служба занятости эффективно трудоустраивает граждан, помогает в работе федеральный проект. Если на сельских угодьях сенокос только начался, то в городе он идет полным ходом. Мэрия Ленска организовала работу трудовых бригад с наступлением тепла. Ограничительные меры по коронавирусу могут вернуть в Якутии. Значительно возросло количество заболевших. За последние сутки выявлено 122 заражения, большинство из которых в Якутске. В связи с этим в ближайшие дни могут вернуть действовавшие ранее ограничительные меры. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на совещании оперативного штаба. Главный санитарный врач выразила обеспокоенность обстановкой в столице, которая, по ее мнению, ухудшилась из-за несоблюдения ограничений, несвоевременной дезинфекции помещений и слабого контроля со стороны надзорных органов. В связи с чем заболевших коронавирусом стало много среди молодежи от 18 до 29 лет. Маргарита Игнатьева внесла предложение по отказу ковид-фри зон и продлении действующих ограничений, в том числе по работе аттракционов. Между тем, жители Якутска могут привиться от ковид 3 вакцинами. Как сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина на брифинге по эпидситуации. Это вакцины «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». По состоянию на сегодня в республику с начала прививочной кампании поступило более 280 тысяч доз вакцин против коронавируса. Первый компонент препарата получили 266 тысяч человек. Полный курс прошли 216 тысяч якутян. Использовано 94,5% от общего объема вакцины, поступившей в регион. «Спутник Лайт» сейчас есть в доступе только в поликлиниках города Якутска. При поступлении будет направлен он в том числе и в районы республики. Относительно «Спутника Лайт» обращаю ваше внимание на то, что он может быть использован гражданами как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации. Алданские эпидемиологи тоже озабочены ростом заболеваемости в районе. Несмотря на успехи прививочной кампании, ежедневно продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом, рассказывает Руслан Павлов. Несмотря на борьбу с коронавирусом, он не собирается отступать. В Алданском районе ежедневный прирост выявленных случаев составляет 5-8 человек. На сегодняшний день в инфекционном отделении содержатся 44 человека разной степени тяжести. Более 200 находятся под наблюдением. Эпидемиологи ставят вопрос о подготовке обсерватора. Заболеваемость у нас на самом деле растет, количество коечного фонда увеличено до 80 коек. Решается вопрос об открытии обсерватора на базе Центра по спортивной подготовке. И у нас заболеваемость, к сожалению, начала появляться в отдаленных населенных пунктах. В первую очередь это Кутана, где выявлено на сегодняшний день 9 больных. Они находятся в удовлетворительном состоянии, не нуждаются в госпитализации. И очень много контактных, но и, к сожалению, не все контактные и больные соблюдают режим самоизоляции, что может привести к плачевным последствиям. При этом люди идут на вакцинацию как в прививочный кабинет, так и в мобильные пункты. Единственный минус – прививку ставят по необходимости, устройстве на работу, поступления в образовательное учреждение, а не по личному осознанию ответственности перед своим здоровьем и безопасности окружающих. На сегодняшний день у нас порядка 1500 доз Эпивака всего осталось. Темпы вакцинации хорошие, но запаздывают у нас несколько отраслей. В первую очередь это вахтовые работники промышленных предприятий, потом идут лица с хроническими заболеваниями и снизились темпы по вакцинации среди лиц старше 60 лет. Также тревога медиков вызвана приближающейся осенью и началом учебного процесса в школах. Здесь решения будут приниматься непосредственно ближе к сентябрю, когда будет очевидна картина по количеству привитых педагогов и персонала образовательных учреждений. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан.
В Горном Улусе провели выездное совещание оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами. Делегация во главе с Исаном Николаевым встретилась с добровольцами и лесопожарными формированиями. Обсуждали промежуточные итоги и дальнейшую стратегию борьбы с огнем. Подробнее в материале Власи Сергеева. Совещание оперативного штаба прошло на участке между селами Кюрелях и Бескюль, где, несмотря на недавно прошедшие дожди и безустанную работу огнеборцев, сохраняется напряженная лесопожарная обстановка. Трудности с погодой как бы. Дождь был, но он сильно не помог. Засушливая стояла погода последние дни и очень жарко было. Из-за этого пожар быстро распространялся. Ну, задача остается прежняя, как бы округливать и удержать эту позицию до конца, до озера Эвлен и Летника и Юнюге. Несмотря на все трудности, бойцы авиалесоохраны совместно с жителями Горного Улуса продолжают бороться с огнем день и ночь и общими усилиями добиваться результатов. У нас этот пожар вообще очень большой, и он доходит до Асыма. Вчера там обнаружили новый пожар. Сегодня утром силами населения Асыма ее округлили. И сегодня мы там поставим тоже на карауливание. Вчера после сильных ветров мы получили на данном пожаре 4 места переброса пожара. Но люди работали всю ночь, и все эти 4 термоточки мы сегодня округлили. Поэтому есть какая-то надежда. Если не будет очень сильных шквалистых ветров, нам удержать натиск пожара. Если между селами Кюрелях и Бескюль дожди не смогли способствовать существенному улучшению ситуации ввиду большой территории участка и недостаточной интенсивности дождя, то в других районах Горного Улуса наблюдается совсем иная картина. Безусловно, при той массированной, скажем так, атаки на пожары в районе Магараса и вот при поддержке искусственно вызванных осадков нам удалось большие пожары там локализовать. В районе Магараса ситуация сегодня абсолютно стабильная. Конечно, есть очаги возгорания, но там уже работа идет. Мы надеемся, что по Магарасу все-таки ситуация позволит нам в ближайшие дни уже начать вот оставшийся один большой пожар, уже начать его серьезно локализовывать. По последним данным, на территории Горного Улуса борьбу с огнем ведут более 350 людей. Известно, что населенным пунктам угрозы нет. Локализовать оставшиеся крупные возгорания планируется в течение 10 дней. Власий Сергеев, Григорий Хлопков, Горный Улус. Между тем, добровольческий штаб по тушению лесных пожаров призывает всех неравнодушных граждан присоединиться в их ряды. О том, как попасть в ряды добровольцев, сюжет Дмитрия Тамырова. Нажимаете нос и, обхватив губами через марлю губами сверху, делаете вдох. Если вы эффективно делаете надавливание, загорится раньше. Это специалист из автономной некоммерческой организации «Спасатель» обучает пришедших в штаб добровольцев навыкам оказания первой помощи. Такое обучение позволяет им сохранить и свое здоровье, зная, что их ждет там, и позволяет также получить запас прочности в случае, если произойдет с кем-то несчастный случай. Ну, начиная от обмороков в дыму и заканчивая травмами и другими состояниями. По словам координатора работы штаба, просто отправить неподготовленного человека на борьбу с лесными пожарами опасно и бессмысленно. Поэтому специальное обучение прежде всего. Надо понимать, что вообще волонтеры и добровольцы – это вообще подготовка их, это технология. Просто так нельзя собрать людей и отправить, да, тем более в такую сложную сейчас ситуацию, как пожары в лесах. Поэтому задача Центра по работе с волонтерами – найти этих волонтеров и подготовить. Несмотря на то, что добровольцам достается не самая опасная работа, в основном это наблюдение за минполосами, многие из них признаются, действительность в задымленном лесу оказалась тяжелее, чем они думали. Было сложно достаточно. Работа, она такая однотипная. Ты идешь, вот тушишь маленькие очаги, и бывает так, что либо потеряешься, а там же дымно, слабая видимость, либо бывает так, просто отвлечешься и теряешься на территории, на местности.
А если ты не местный, и для тебя все деревья одинаковые, то, конечно, ситуация очень сложная. Этих людей мы всех практически обеспечиваем инвентарем, то есть и лопаты, палатки, спальные мешки и так далее. Но самое необходимое для наших добровольцев — это, конечно же, в первую очередь экипировка их, обувь, да, сапоги кирзовые, и вот спальные мешки, палатки, лопаты. Подготовившись таким образом, еще 110 человек отправились сегодня на борьбу с огнем в Горный Улус. Сотрудники Министерства спорта и сами спортсмены. А к 30 июля их ряды пополнят добровольцы из числа Минарктики, Министерства финансов и Министерства строительства региона. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Якутска сегодня не обнаружено. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. Напомним, накануне вечером город резко окутал густой смог. Стоит ли ожидать возвращения дыма и насколько это вредно? Подробности в материале Юрия Осипова. Плохая видимость и затрудненное дыхание. По официальной информации, едкий густой смог в столицу республики принесло северо-западным ветром с пожаров в Горном, Намском и Кобяйском районах. Основная причина дыма – работы по встречному отжигу в Горном районе. По сообщению Гидромедцентра, благодаря тому, что сегодня ветер сменил направление на северо-восточное, воздух очистился. Сейчас у нас затекает более холодная воздушная масса. Ветер всегда бывает такой порывистый. Не сильный, но тем не менее в пределах 10 метров в секунду и более. Значит, в перспективе что нам ждать? Вот пока ветер будет такого направления, северо-восточный, и мы его прогнозируем примерно до 30 числа. Вот такая ситуация будет. То есть мы будем под влиянием северо-восточной воздушной массы. На данный момент, по сообщению Роспотребнадзора, не обнаружено превышение предельных допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. Ежедневно в Якутске проводятся исследования проб воздуха. С конца июня их проведено уже более 2000. Превышение предельно допустимых концентраций качества атмосферного воздуха. Значит, в первую очередь диоксид азота превышали у нас в заречных районах и близкой группе районов, а также в городе Ленске и городе Якутске, конечно. А остальные пробы у нас превышали преимущественно в Горном районе и городе Якутске. За вчера, то есть 27 июля, было проведено 133 пробы исследовано, из них превышало ПДК 15 проб в городе Якутске, значит, в городе Мирном, городе Вилюйске и Усть-Илданском районе. Но уже в конце недели, в первых числах августа, прогнозируется изменение направления ветра. А это значит, что Якутск снова может накрыть смогом. В первую очередь у людей с хроническими заболеваниями идут нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Это может быть повышение артериального давления, какие-то перебои в сердечном ритме, нарушение дыхания, одышка, вот такие вот. Обострение хронических заболеваний, аллергических, например, бронхиальной астмы. В этот период людям с хроническими заболеваниями, болезней дыхательных путей рекомендуется носить с собой ингаляторы, избегать физической нагрузки. В такие дни врачи советуют как можно меньше находиться на улице. Если такая необходимость все-таки есть, то обязательно пользоваться масками и респираторами. В помещении нужно стараться держать окна плотно закрытыми, ежедневно проводить влажную уборку, воздержаться от употребления алкоголя и курения, так как это вредит здоровью. Также стоит свести к минимуму физические нагрузки. Юрий Осипов, Артем Алексеев, Якутск. На реке Индигирки у гидропоста Усть-Мома продолжается повышение уровня воды. Сегодня вода достигла отметку 589, при опасной 600 сантиметров. В ближайшие 3 суток ожидаются небольшие дожди, рост уровня воды продолжится и может превысить опасную отметку на 20 сантиметров. Возможно подтопление участков, расположенных в низине населенного пункта. В зону затопления на реке Индигирки попадает село Бор-Сысы. Это 14 дворовых территорий, в которых проживает 40 человек. Установлено круглосуточное дежурство, подготовлены пункты временного размещения. Ситуация находится на контроле администрации Момского района. 2 подростка погибли в Усть-Алданском районе в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля. Сегодня около 3 часов дня в селе Балыктах на Яхинского наслега столкнулись мотоцикл и ВАЗ. В результате погибли несовершеннолетний водитель мотоцикла, подросток 2016 года рождения и его пассажир-сверстник. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все причины и обстоятельства.
За первые полгода на дорогах региона зафиксировано 57 ДТП с участием мотоциклов, в том числе 37 аварий, где не обошлось без погибших и пострадавших. Погибли 2 и травмированы 40 человек. А с мая месяца из-за укусов клещей в травмпункт Центра экстренной медицинской помощи обратились 10 человек. Из них 3 случая в Якутске, по одному в Еланке, Сунтаре, Алекминске и Ленске. Медики советуют при нахождении в лесу заправлять брюки в ботинки, носить одежду с длинными рукавами и обязательно головной убор. После похода в лес снять одежду и тщательно ее встряхнуть. Также не утешают и цифры по пострадавшим от укусов собак. С начала текущего года пострадали почти 500 человек. В половине случаев виновниками были домашние собаки, в остальных – бродячие. Следственный комитет наградил представителей средств массовой информации за многолетнее сотрудничество и формирование объективного общественного мнения о деятельности Следственного управления. Конкурс «10 лет вместе» приурочен ко Дню сотрудника органов следствия, который прошел 25 июля. В список лауреатов попали как печатные издания, так и телеканалы, которые занимаются освещением деятельности следкома. Следователи Следственного комитета, они, наверное, несколько отличаются в том плане, что к подследственности наших сотрудников относятся преступления по расследованию уголовных дел по наиболее тяжким резонансным преступлениям, многоэпизодным. Здесь и убийства, и изнасилования, факты взяточничества, а также расследование уголовных дел в отношении так называемых спецсубъектов. Наши коллеги уже на протяжении многих лет несут свою службу, выполняют свои обязанности с честью. Продолжается голосование за присвоение Алдану почетного звания «Город трудовой доблести» на сайте трудовойалдан.ру. На данный момент в поддержку города свои голоса отдали более 3000 человек. Заявку на получение звания подала администрация Алдана. В 1940-е годы из Алданского района на фронт призвали почти 12 тысяч человек. Из них 24 – герои Советского Союза. 7 алданцев были удостоены этого высокого звания за подвиги на полях сражений, а в 75-летие Победы на Аллее Славы открыли их бронзовые бюсты. Также медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне наградили 3342 человека, работавших на предприятиях Алданского района в этот период. В Нерюнгринском районе состоят на учете в службе занятости 460 официально безработных. Для сравнения, в июле прошлого года было 1260 человек с таким статусом. С этого года в федеральный проект содействия занятости национального проекта «Демография» включены мероприятия по повышению эффективности работы службы занятости. Продолжит тему Екатерина Павлова. Основная задача проекта – создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели получают комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций. Модернизация направлена на повышение эффективности работы центров, обеспечение комплексного подхода к решению вопросов трудоустройства. В текущем году в Центр занятости обратились за содействием в поиске работы 870 граждан. Трудоустроились более 700 безработных граждан. В банке вакансий сейчас 2500 вакансий, в том числе 2100 по рабочим специальностям. Летом одним из важнейших направлений работы Центра занятости является временное трудоустройство несовершеннолетних. На сегодняшний день заключено 25 договоров с предприятиями Нерюнгринского района. Приступили к работе 140 подростков. На август подали заявки еще 7 работодателей района. В соответствии с рекомендациями оперштаба района, подростки трудятся в бригадах на открытом воздухе, приводят в порядок дворовые территории. В этом году я поступаю в колледж, поэтому мне нужны деньги, и я помогаю маме с этим. Это отличная возможность занять время с пользой для города. Я хочу помочь своей маме, так как она очень нуждается в моей помощи. Я еду в отпуск, и мне нужны карманные расходы в отпуске, а также купить себе новые крепления на сноуборд. Специалисты Центра занятости Нерюнгринского района продолжают работу в штатном режиме и обеспечивают предоставление полного спектра государственных услуг в области содействия занятости населения, несмотря на то, что сегодня в фронт-офисе выполняется капитальный ремонт. Активные работы начались во второй половине июня, подготовительные и демонтажные работы уже завершены. В настоящее время ведутся сантехнические, электромонтажные и отделочные работы. Ремонт планируют завершить в середине сентября текущего года. Также в рамках данной модернизации идут закупки по оснащению филиала новой офисной мебелью, компьютерной и мультимедийной техникой. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Из-за отсутствия муниципальных коммунальных служб во многих городах наводить порядок на улицах некому. В Ленске эту обязанность взяли на себя трудовые бригады. Их работу организовала городская администрация. Результаты проверила наш корреспондент Анна Кожевникова. Если на сельских угодьях сенокос только вот-вот начался, то в городе он идет полным ходом. Городская мэрия организовала работу трудовых бригад с наступлением тепла. Они убирают территории общего пользования и производят подстрижку газонов. Это только со стороны кажется, что управлять мотокосой просто. На самом деле, чтобы качественно подстричь газон, необходимо обладать определенными навыками. Если женским плечам удержать современную косу довольно-таки тяжело, то мужчины справляются с этой задачей успешно. За день они проходят несколько дворов, оставляя за собой ровно подстриженные газоны и запах свежескошенной травы. Впереди у трудовой бригады еще много работы. Я объем не знаю, не считал, но предстоит очень много, травы много в городе. С мая месяца очищаем улицы от города, от мусора. Очищаем, а жители все загрязняют. Нам глава города Ленска поставил задачу, так как управляющие компании не справляются, и мы выполняем эту функцию. От ленчан труд газонокосильщиков не ускользнул. И многие считают, что горожанам бы тоже не мешало следить за порядком, хотя бы у себя во дворе. Ну и, конечно, вносят свои предложения. Чисто не там, где всегда убирают, а где поддерживают и не гадят. Поменьше мусорить и нести ответственность хотя бы за каждый свой подъезд, за какую-то придомовую территорию. И как насчет того, чтобы деревья, например, срубить сухие? Это же вообще опасно. Траву еще можно подождать, а деревья это вообще опасно. Дети бегают. Трудовая бригада работает 6 дней в неделю, чтобы ленчане могли передвигаться по чистым тротуарам вдоль подстриженных газонов, наслаждаясь красотой города, который расстраивается и приобретает современный облик. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В мире появляется все больше альтернативных видов транспорта. Люди в большей массе открыты к инновациям. Кроме того, иногда просто невозможно отрицать появляющиеся преимущества у новых средств передвижения. Особое внимание стоит обратить на электросамокат. О транспорте будущего подробнее в материале Надежды Саханской. Электросамокаты обретают все большую популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Они дешевле, чем такси, не требуют особых физических усилий, в отличие от велосипеда, и намного удобнее общественного транспорта. Электросамокат – полноценное транспортное средство, и оно отлично подходит для городских условий. Владельцы такого средства передвижения нередко отмечают значительную экономию времени, так как с электросамокатом добраться в пункт назначения можно гораздо быстрее. До работы добираться туда и обратно это намного быстрее и удобнее, чтобы на остановке не ждать автобус. Это намного удобнее на самом деле. Электросамокаты отличаются простотой и в части эксплуатации. Передвигаться на нем можно сразу после приобретения. Спрос на такое транспортное средство стабильно растет. Вот такой легкий и маневренный покупают обычно детям, так как вес у них максимальный 11 килограмм, но все равно на них можно кататься и взрослые. Оно выдерживает до 120 килограммов. Есть несколько скоростей, 3 скорости. Первая скорость разгоняется максимум до 10, это самая безопасная скорость. А максимальная это 30 километров. 30 километров можно проехать. На одном заряде без подзарядки катаются, если вот без остановки 2-3 часа, это где-то 30 километров. Видео аварий страшнее фильмов ужасов. Водители электросамокатов потеряны в правовом поле, пока они находятся в одной категории с пешеходами, несмотря на скорость почти как у автомобилей. Поэтому их и планируют причислить к транспортным средствам. А пока неудобства доставляются и пешеходам, и водителям. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют вставать за руль электросамоката только с 16 лет. Напомнить родителям о том, что, допустим, даже если они покупают данное транспортное средство, и чтобы они не забывали о том, что, опять же, согласно правилам дорожного движения, как я сказал, то, что водителя данного средства индивидуальной мобильности должно быть категории М. Специалисты по продаже таких транспортных средств рекомендуют вместе с электросамокатом приобретать еще и специальную защиту. Детям я бы порекомендовал надевать защиту, наколенники, нарукавники и шлем обязательно.
Тем временем пешеходы на колесах сетуют на отсутствие специализированных дорожек для передвижения. Состояние тротуаров и дорог, конечно, оставляет желать лучше. Есть такое. Такое портативное и экологичное решение продумано все же не до конца. Пока законы и правила не установлены, владельцам прогрессивного транспорта стоит заранее позаботиться о светоотражающих элементах на одежде, защитном шлеме и осторожном поведении на дорогах, как, в общем-то, и остальным участникам дорожного движения. И тогда будущее наступит уже сегодня. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Всего доброго и до свидания.